Ребят, ну это для подписчиков. Обычно такое решил я коротенькое видео заснять. Буквально 2 минуты, если получится. Будем надеяться, что не полчаса. Короче, спрашивали, какой у меня рюкзак. Да, и на охоте я обещал показать свой охотничий рюкзак. А рюкзак самый простейший, солдатский. Кто служил в армии, тот знает, что такое солдатский рюкзак. Мешок. И весь в крови. Ну, первая охота была с этим рюкзаком. Первый сезон. Я как-то уже ходил с таким рюкзаком, но я этот рюкзак в этом году переделал. Переделал как? Вот смотрите, лямки от самого этого вещмешка солдатского. И я, короче, пришил вот тут. Мне вот какая длина надо, я отмерил, из старого рюкзака примерно прикинул. И с запасом так вот. Хоть летний сезон надеваешь, что на зимнюю одежду, все нормально. Пришил так, как умеючи, капроновой ниткой. И даже остатки еще, вот такая длина остатки осталась. Так, дальше что я переделал? Дальше переделал вот еще старого рюкзака, вот этот, крышку, как закрывается. Дополнительно тут еще один отсек, что-то если, скажем, я на охоте сюда ложу плащ. Сюда положил, закрыл так и все. Не мешается легкий. Когда сажусь на перекур, я опрокидываю эту сторону и на него я сажусь. И сырую погоду ты сидишь нормально. Так, ну что тут еще? Ну, у солдатского вещмешка один отсек такой вот тут. Здесь у меня, я отсюда не вынимаю в любое время года, что зимой, что летом. У меня так, веревка. Тут у меня самое главное аптечка. В аптечку у меня входит бинты. Тут у меня бинты и вроде вата. Несколько штук бинтов и вата. И дополнительно еще перчатки. Все, больше. Это я всегда таскаю. Потому что это основное. В походах бинт всегда должен быть. Чуть что, если что случится с тобой, нужна вещь. И веревка там, обычный шпагат. Если, скажем, понадобится. Это в любом случае тоже может быть понадобится. Там, скажем, палку сделать, чтобы утку достать. Или еще, охотник понимает, для чего веревки. Так, ну что еще? Вот и все, в принципе. Ничего такого тут нету. Самое главное, ребята, я всегда, каждый грамм у меня на счету. Он легкий. Этот мешок из брезента не такой тяжелый. Лишнего тут ничего нету. Вот лямки еще тут были. Но не лямки, а какие-то брезентовые какие полоски. Я это все выкинул. Лишнего тут ничего нету. Лишних отсеков. Если лишние отсеки, там ты будешь ложа оттаскать всякую ерунду. А тут у меня ничего нету. Вот такая сумка. Ну, не сумка, а рюкзак. И как износится этот рюкзак, я думаю, я, наверное, тоже возьму уже такой и не буду менять. Ну, есть еще продажи там, как школьные там ранцы сейчас продают. Культурные тоже я видел. Где-то стоит около 1000 рублей. А это я, наверное, с армии еще, у меня с армии, когда я возвращался на дембель, я этот рюкзак с собой брал. И сейчас в городе Сыктывкаре я видел такие рюкзаки в рыболовных магазинах продают за максимум 300 рублей. Максимум. А уже с прибамбасами крутые рюкзаки минимум 1000 рублей и выше, там 5000. Разницы я никакой не вижу. Сюда, в этот мешок, влезает 3 глухаря. 3 глухаря влезает. Термос,
еще какие-то вещи. Больше 3 глухарей таскать уже тяжело. И можно еще 3, даже 4 глухарь, если постараться, там, ну, 4 глухаря, скажем, 4 глухаря за сезон у меня не было. 2-3 глухаря, 3 глухаря это 100% влезет, и можно еще 4. Вот и все. Вот такой рюкзак, ребята. Ну, по грамму, там, грамм 300, наверное, он весит. 300 грамм точно есть. Вот. Надо бы взвесить как-нибудь. Но 300 грамм, и здесь еще у меня аптечка и веревка там. И еще этот, как сказать, ну, чтобы нож точить. Камушек этот. Тоже небольшой, но вдруг понадобится что-то, ну, как сказать, поточить там нож или топор. Этот груз мне не мешает. А все остальное, что вот эти веревки, там 5 метров лишних веревки, там в магазине, там, это, как его, пришили, и я не знаю для чего. Эту ерунду я не таскаю. Все. Вот такой рюкзак. Конечно, здесь у меня уже со старого рюкзака немножко, как сказать, изношено, но мне это не мешает. Я ни перед кем там, как его, на показ не иду. Я в лесу нахожусь, там все меня знают. Вот такие дела. Ну все, надеюсь, ответил на ваш вопрос, какой у меня рюкзак. И кровь я смывать не буду. Рюкзак должен быть в крови всегда. Что нож, что рюкзак, это зачем мыть, стирать? Все нормально. У охотника должно быть все в крови. Вот так, ребята. Ну все, ребят. Пишите комментарии. Буду так коротенько видео снимать и отвечать на ваши вопросы.